Вітаем вас, паважаныя тэлегледачы. Музыку называюць мовай душы. Нішто так не хвалюе яе, не расказвае пра самае патаемнае, як музыка. Мне падаецца, гэта ісціна асабліва блізкая гераіні нашай сённяшняй праграмы. Ці так гэта? Мы даведаемся ад спявачкі з выдатным музычным густам і тонкім разуменнем музыкі народнай артысткі Беларусі Любові Каспорскай. Добрый день, Любовь Константиновна. Добрый. Мы рады видеть вас в нашем кинозале. И когда готовились к нашей программе, столкнулись вот с чем. На Википедии пока нет ни одной статьи о вас. В интернете тоже очень мало информации. И мы решили сегодня в нашей программе восполнить эти пробелы. Предлагаем рассказать о том, с чего все начиналось, как все происходило, кто были самыми яркими, интересными людьми в вашей творческой, личной жизни. И совершим мы это путешествие во времени благодаря обширным фондам Белтелерадиокомпании и, конечно же, самое главное, вашим воспоминаниям. Вы согласны? Ну, давайте попробуем. Любовь Константиновна Каспорская нарадзілася ў 1941 годзе на Урале ў сям'і ваеннаслужачага. З дзяцінства мела добрыя вакальныя дадзеныя, спявала часта і з задавальненнем. Талент маладога даравання ацанілі ў гомельскім музычным вучылішчы, дзе Любовь Константиновну прынялі на вакальнае аддзяленне, хаця яна не праходзіла па ўзросце. Паспяхова здаўшы ўступныя экзамены, Каспорская была залічана ў Беларускую дзяржаўную кансерваторыю ў вакальны клас Маргарыты Гатардаўны Людзьвіг. Яшчэ ў гады вучобы Любовь Константиновна стала працаваць у хоры беларускага радыё і тэлебачання і набыла папулярнасць як камерная спявачка з празрыстым пяшчотным тэмбрам са свабоднай і натуральнай вакалізацыяй. Пасля 10 гадоў працы паступіла на асістэнтуру стажыроўку ў кансерваторыю ў клас Тамары Мікалаеўны Ніжнікавай. Пасля заканчэння вучобы дыпламаванаму спецыялісту паступіла прапанова заняцца выкладчыцкай дзейнасцю ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Любовь Константиновна Каспорская – народная артистка Беларуси. Любовь Константиновна, я знаю, что в свое время вы собирались поступать в медицинский институт в Минске. Боже, откуда вы знаете? Права ли я, что мечта стать артисткой, певицей все-таки была для вас не на первом месте, как вот для большинства, наверное, девушек в таком возрасте? Вы знаете, нет. Как раз наоборот. Я с детства очень много пела. Так. С 5 лет где-то. И быть певицей – это было основное мое такое желание. Потом, когда в подростковом возрасте уже у меня начали появляться интересы к медицине. А почему? Кто-то в семье занимался медициной? Нет. Откуда вдруг медицина возникла? Я даже не знаю, откуда. Но мне это всегда было интересно – помогать людям, там, спасать как бы от смерти, от болезней. А какую профессию врача, вот какого вы бы тогда выбрали, если бы стали медиком? Как сейчас, я думаю, это был бы или хирург, или психолог. И вот у меня было такое раздвоение, когда я школу заканчивала, не знала куда. Или поехать в мед, или в музыкальное училище поступать. В музыкальном училище экзамены были раньше. Мы жили недалеко от Гомеля. Это была Россия, но недалеко от Гомеля. Да. И я поехала. Меня даже прослушивать не стали. Мне не было еще 18 лет. На вокальное отделение не принимают раньше. Я стала настаивать. Я говорю, ну вы хоть послушайте меня. Скажите мне свое мнение. А я была в своем маленьком городке звездой. Из комиссии кого-то позвали, человека, который тромбон преподавал. Вот. Слушать вокалистку. Да, идите послушайте эту девочку. И я спела. И этот дяденька пришел и сказал, берите документы в нее. И меня приняли. А на вступительных экзаменах вот что вы исполняли? Там достаточно было спеть одно что-нибудь. Моя любимая песня была
такая венгерская, «Журавли». Обычно ее исполняют низкие голоса, такие альт, там, меццо-сопрано. У меня высокая сопрано. Но я, чтобы произвести впечатление получше, так углубила голос, грудных оттенков придала в тембр и запела серым утром крик печальный. И что вы думаете? Смотрю, одна преподавательница прослезилась. Меня это завело, так. И я еще больше давай там изощряться. Слава богу, музыкальностью наделена была с детства. И все, произвела впечатление, меня приняли. Я сейчас предлагаю нам посмотреть на экран один из фрагментов, который подготовлен для нашей встречи. Мне кажется, что это выступление осталось в памяти надолго у всех ее участников. Да ну, интересно. Любовь Константиновна, столько хористов. Наверное, в жизни мало у кого было. Это праздник песни детской. Ой, действительно, очень приятное воспоминание. Ну и детям, я думаю, что запомнилось на всю жизнь. А как, насколько красиво звучит ваше соло. И вот эти хрустальные детские голоса потрясающие. Ну и потом сама тема «Весна» – это мое любимое время года. В музыкальной школе вы учились? Увы, это очень большой пробел в моей жизни. У меня папа был офицер. Военный? Военный, кадровый. Перекати поле, вся судьба. Поле. Сколько мы объездили мест. Одно время мы жили в Харькове, я там попыталась учиться в музыкальной школе, но только начали. Учительница была неудачная. Она, если я ошибалась, она била по рукам. А в нашей семье не принято было на каких-то таких наказаний. Да, вообще у нас как-то было все спокойно. И на меня это произвело неизгладимое впечатление, на детскую психику мою. Вот. И отвернуло меня от этой школы, от музыкальной. И я начала прогуливать. Но это продолжалось недолго, потому что вскоре мы переехали. Все само собой сошло на нет. Да, да, и мы переезжали вот так с места на место очень часто, и это помешало мне закончить музыкальную школу, я о чем очень сожалею. А скажите, пожалуйста, как родители отважились вас отпустить, ну, не просто в другой город, но другая республика ведь? Но тогда это не было так, другая республика или другая страна, это был Советский Союз. Это было рядом, это было в 1,5 часах езды от моего совсем города. Рядышком. Да. Я была такой самостоятельный ребенок, и все нормально было. Как вы музыкальное училище закончили? Я закончила хорошо музыкальное училище с рекомендацией для поступления в консерваторию. Вообще надо сказать, что мой путь был такой не тернистый. У меня все как-то гладко шло, даже неудобно об этом говорить, как-то стыдно. Вы приезжаете в Минск. Каким был город? Как он вас принял? Ну, это уже все-таки, можно сказать, мегаполис. Очень хорошо. Я приехала, мне было 20 лет. Минск произвел на меня неизгладимое впечатление своими просторами. И я до сих пор его обожаю. Сейчас я его считаю своим родным городом, потому что, вы же понимаете, если отнять от моего возраста 20 лет, сколько лет я здесь живу. Мы вновь обратимся к нашим фондам. Ми сонцем гріємося завсюди, і працею славить життя. Будуємо від махи заводу, і разом
столицы все. Ай, гонорится нами край, гляди вострей, не свать очей, как тут учи, девчи, только светит нам ярчей. И нашу песню дружно запевай. Это запись 1975 года. Вы исполняете эту песню вдвоем с Таисией Козловой. Боже, я уже вообще забыла, что такое было в моей жизни. Запись была на радио. Я не помню этой песни совершенно. И гордость, и славу свою. Честно говоря, свои записи я не люблю слушать, потому что всегда нахожу недостатки, и меня это смущает. Ай, гонорится нами край, гляди вострей, не свать очей, тут учи, девчи, как тут светит нам ярчей. И нашу песню дружно запевай. Любовь Константиновна, как-то вы сказали о том, что не до конца реализовали себя как исполнительница. А почему вы покинули сцену, если можно сказать, что до конца не насладились ею? Я считаю, что уходить надо вовремя. Знаете, лучше пусть меня помнят в хорошем творческом состоянии, чем потом говорят: бедняга, как она постарела, как она плохо звучит. А скажите, если бы была возможность вернуть все назад, многое бы поменяли? Не думаю. Я вообще сторонница такой теории, что у человека на роду что-то написано, какой-то путь ему предназначен. И думаю, что я шла своим путем. По крайней мере, чужую нишу я не старалась занять. Я в своей нише старалась исполнить как можно лучше то, что я умею. Может быть, не всегда получалось. Я предлагаю вспомнить еще одно из произведений в вашем исполнении. Вновь обращаемся к экрану. Гарні, бульбу з печі, у торбачку ди на плечі, бульбу пекуть, бульбу варять, бульбу ядуть, бульбу хвалять. Бульбу ядуть, бульбу хвалять, з бульби мука, з бульби каша, пропадет і доля наша. Один лапоть, другий богот, а я шляхтич далі Бог. А вы когда-нибудь эту запись видели? Вот эту запись я увидела благодаря вам. В этом году, когда у меня был день рождения, мне на день рождения на Facebook прислали из фондов поздравление такое с днем рождения. Вот, и я очень вам благодарна. Хотя, признаюсь, тональность для высокого голоса неудобная, до мажор. Но я здесь проявила самовольство. И в конце взяла верхнюю ноту, которая не была написана в нотах. И что, Виктор Владимирович? Но он в это время, глядя на артистов хора, когда я взяла верхнюю ноту, он сказал: вот сволочь. Для него это был такой сюрприз. Он вообще иногда ожидал от меня таких сюрпризов. Потому что, когда мы, допустим, делали записи какие-то в студии, то он держал в рамках очень. Никакого самовольства, и там он мог остановить. Но когда я выходила на сцену, я знала, что меня никто не остановит. Бульбу ядут, бульбу хвалят, бульбу хвалят, бульбу ядут, Любовь Константиновна, вы выросли в России. С белорусским языком вы были знакомы? И возникали ли проблемы с пониманием, изучением, произношением? Ну, вы знаете, у меня мой дед со стороны отца белорус, даже с польскими кровями где-то, родом из Гродненщины, из Лиды. Так что, наверное, где-то в генах есть немножечко. Я когда приехала в Минск, Так. даже в Гомель еще, когда приехала, столкнулась уже с белорусским языком. И все было понятно, и я как-то быстро приобщилась, все хорошо. Видимо, все-таки музыкальный слух имеет значение в данном случае. Ваш голос прекрасно передает, скажем так, милагучность белорусской мовы. Глянешь, разная растанет от злива, погляды свои.
надо сказать, что в тот период такого дуэта не существовало больше, кроме нашего с Ивашковым. И мы концертировали, делали записи. Это хороший период тоже был. Это был мой друг. Светлая ему память, его уже нет, к сожалению. Потрясающий дуэт. И какое счастье, что такие записи есть в наших фондах. Да, это счастье, потому что записей мало осталось, честно говоря. Вообще, надо сказать, что в тот период как-то не было принято, и не было такой техники, не было видеоаппаратуры домашнего пользования, камер. Вот. Я сейчас посмотрю, вот студенты учатся, мама, папа приезжают на экзамены, снимают, на академических снимают, и в каждом углу, где только запел их ребенок, снимают. И, как это не смешно, в результате появляется фонд. Да, у человека. да, и семейный понимаете? архив. Да, семейный архив, и не только семейный. Потом человек приобретает имя, и ему есть что показать. А мне, к сожалению, нечего показать. Потому что, во-первых, в наше время не было принято это, а во-вторых, как-то излишняя скромность, может быть, еще. Это мой недостаток. Мои луки певно медом, ці смолой помазаны. Прийдуть хлопці карагодом і сядять, як зв'язані. Твої луки певно медом, ці смолой помазаны. Ось прийдуть хлопці карагодом і сядять, як зв'язані. Я смеюсь, я жартую, танца хочется на зе. Ой, сидят со мною звезды. Вы приходите работать в хор белорусского радио и телевидения. Вот какие первые впечатления были тогда? Виктор Владимирович Ровда заметил меня еще, когда я училась в консерватории. И вначале он меня пригласил в хор дирижерско-хорового отделения, ну, как приглашенную артистку. А когда я закончила консерваторию, то он меня взял в хор радио. У меня был выбор. Я могла пойти в театр оперетты работать, могла пойти в филармонию. Но я в то время ожидала рождения своей дочери. И таким образом, опять же, судьба моя была предопределена. Ну что ж, я предлагаю при помощи фондов Белтелерадиокомпании вспомнить еще одну запись. Хор на тот момент руководит им Виктор Владимирович Ровда. Взлетает песня птицей над родимой стороной. Ой, моя столица, А вот она я. Да-да-да. Костюмы такие, которые я уже не помню. Ну, здесь и хор Белтелерадиокомпании, и симфонический оркестр, музыканты, в общем, собрали всех. Вот, чем славна также наша компания о том, что у нас есть свои собственные музыкальные коллективы. Любовь Константиновна, бытует мнение, что в хор идут люди, которым не хватило вокальных данных, чтобы стать солистами. Но они не могут жить без музыки, поэтому
становятся хоровиками. Но я, конечно, не соглашусь с этим. Так. Во-первых, что касается меня, то я рождена была все-таки быть солисткой. Знаете, это особое состояние психики, может быть, даже. Я волей судьбы попала, конечно, в хор-радио, но моя особенность в том, что я сочетала работу в хоре с сольными программами. И Виктор Владимирович, светлая ему память, он позволял мне, потому что он, как человек творческий, прекрасно понимал все это. На самом деле, действительно, этот ярлык существует. И этот ярлык я пронесла через всю свою жизнь. И чуть где-то кто-то хотел меня уязвить, говорили, ну, она хоровичка. И поэтому, когда я воспитывала своих студентов, я им говорила, не повторяйте моих ошибок. И вот сейчас, буквально пару лет назад, уехала моя студентка, бывшая, в филармонию в Гродно. Она там очень успешно работает. И когда она только начинала, она вдруг мне позвонила и сказала, что меня приглашают в капеллу здесь. Я сказала, нет, не повторяй моих ошибок. Пока ты можешь петь соло, пой соло, а в капеллу ты еще успеешь. Стужку синюю плятаю у тебя, моя коса, у того, кого кахаю, синий колер пояса. Може ли здогадается, для кого я малплятается? Запляла б я й стужку синю, як уміла пояс, ды боюся, что поведают люди разные об нас. Какие самые сложные были постановки для коллектива? Можете вспомнить? Ну, знаете, для меня, честно говоря, вся моя работа и в хоре, и соло – это был праздник. И поэтому я не могу сказать, что прям что-то было сверх такое трудное, тяжелое. Ну, что-то труднее, что-то сложнее, современная музыка посложнее, допустим. Вот. Классическая более привычна для нашего слуха, там, мелодика. Я знаю, что коллектив действительно исполнял репертуар очень обширный. Это и белорусские народные песни, и обработки. То есть вот от этого пласта музыкального и до музыки современных авторов, и белорусских, и зарубежных. Но мы остановимся, пожалуй, сейчас на классике. О, мама мия. Мне кажется, Виктор Владимирович здесь слишком медленный темп взял. Он следовал тому, что написано в нотах. Там написано, что очень медленно.
можно ли сказать, что это тот человек, тот профессионал, который открыл для вас путь на сцену? Я бы не сказала, что он открыл путь на сцену, именно как сольную исполнительницу. Нет, я до этого уже была солисткой, я родилась солисткой. Но этот человек очень многому меня научил. Он научил меня более грамотно чувствовать стиль. Он научил меня вот этим трактовкам. Особенно хорошо ему удавались такие произведения более камерного плана. А поскольку я камерная певица сама, то во мне это находило отклик. Он очень хорошие краски находил. Вот хор, казалось бы, хор, но я недавно разгадывала кроссворд, так там была такая загадка. Толпа поющих людей. Я так обиделась на них. Хотя на самом деле это инструмент. Это как оркестр. Любовь Константиновна, в ту пору, когда вы были на эстраде, требовалось исполнять песни о родине, о партии. И тогда были, собственно говоря, высокие концертные ставки, хорошие гонорары. И, ну, наверное, вы вот в своей профессии больше, как никто другой, столкнулись с тем, что финансы и романсы – это все-таки разные жанры и разные категории. Или все-таки, ну, как говорится, грех жаловаться? Ну, честно говоря, мне грех жаловаться. Вот, потому что надо сказать, что в хоре я получала хорошую зарплату. И в филармонии мне платили, на телевидении тогда платили. Я могла каждое лето поехать с ребенком на Черное море. Так что жаловаться не приходится. Я предлагаю сейчас послушать замечательный романс «Любовь Каспорская», Леонид Ивашков. Антураж того времени, как вам? Ну, все-таки в студии, да, что-то пытались создать. Ну, любовная лирика. Да, да, ну это наша кредо. Тенор и сопрано, что вы хотите? А что вы только любите петь? Любовь Константиновна, скажите, пожалуйста, зависит ли голос от обстоятельств? Конечно, ведь наш инструмент находится в организме. Я не говорю уже там простудился или заболел серьезной болезнью какой-то, а стрессовая ситуация уже влияет. Так что нам трудно беречь свой инструмент. В таком случае, как же здесь найти ту золотую середину, когда нужно, кроме красивых вокальных данных, показать еще, передать это внутреннее состояние? Оно ведь разное может быть, от какой-то глубокой драмы до светлого, веселого настроения. Где психологически себя вот уметь держать? Да, я понимаю. Это вопрос профессионализма. Может быть, воля личная какая-то, сила воли должна быть. Скажите, пожалуйста, вот знаю, что рецензии на вокальный цикл Галины Гореловой «Девичьи песни» на стихи Максима Богдановича были просто потрясающие. А у меня вопрос лично к вам. А вы остались довольны своей работой? Я никогда не была довольна своей я работой. Так, честно говоря, и думала, что вы ответите. Потому что совершенству нет предела, как известно.
можно было все лучше и лучше делать. И когда я слушаю спустя некоторое время свои записи, то я понимаю, что вот здесь можно было такой оттенок сделать, вот здесь можно было медленнее, вот здесь можно было тише, вот здесь можно было крещендо сделать. Ну, в общем, всякие такие нюансы. Уже приходит с опытом что-то. А запись — это такой документ. О, Кошмар. ну что ж, один из документов я предлагаю сейчас открыть, продемонстрировать. Чалом, чалом, мои гостики, собирайтесь на беседочку, у хату новую, сосновую, за брусики беловые. Любовь Константиновна, вот то как раз, о чем мы говорили, современный белорусский автор, а тексты классика белорусской литературы. Насколько интересно, сложно было работать над этим проектом? Было интересно. Не сложно, но очень интересно было работать. Мне нравится этот цикл. Очень хорошее такое сочетание вот Богданович и современный композитор. Очень хорошо написано, очень интересно и довольно сложно. И в результате очень гармонично. А ласковыми приговорами, неядовными обрусами, а ласковыми примусами. Любовь Константиновна, как вы считаете, возможно ли сейчас, в наше время, делать такие проекты, основываясь на белорусском материале, и будут ли они интересны зрителю современному, а особенно молодежи? А почему нет? Молодежь тоже интересуется разными жанрами и разными направлениями. Более того, у меня есть бывшие мои студентки, которые очень успешно поют эстраду наряду с классикой. Это вообще чудо какое-то. Знаете, раньше было принято считать, что это ни в коем случае нельзя, что это вредно для голоса. Да я и сама поругивала своих девочек, которые увлекались. Она, допустим, днем приходит со мной классику поет, а вечером идет подрабатывать в ресторан. Но потом я поняла, что ничего плохого в этом нет. Настоящий мастер должен уметь все. Было ли в вашей жизни по-настоящему звездное мгновение, и почувствовали ли вы это сразу, или осознание того, что вот этот миг, он был, пришло несколько позже? Вы знаете, может быть, звучит странно, но такое звездное мгновение я испытала, когда была студенткой и победила на межреспубликанском конкурсе. Ну, сейчас бы это называлось международным конкурсом в Риге. Вот это был мой звездный час. Там, на этом конкурсе, было самое такое первое удачное выступление. И это я помню, это было в 1965 году. Мы, когда готовились к нашей программе, выбрали еще один фрагмент. Вот как мне кажется, вы, наверное, уже запамятовали про эти съемки, про эту запись. Интригуете? Як я сюди шла, от самой раницы до ночи, але утекла я от погони. Как интересно смотреть. Хочется скрыницы. Тут тишиня,
я права, что вы это, ну, по крайней мере, очень давно не видели? Да, я этого не видела, по-моему, вообще никогда. Ну что ж, тогда можно впервые это через Спасибо. десятилетия Спасибо, увидеть. это хороший сюрприз. Это я озвучивала фильм. Но вы знали о том, что вы в данном случае не снимаетесь в кадре, а вы озвучиваете. Вот тяжело это было? Нет, я записала с оркестром всю оперу, Так, всю свою партию. так. Вот. А потом снимали фильм, и актеры уже как бы под фонограмму снимались. То есть вы на натурной площадке с ними не выезжали? Нет, нет, Вся работа была в студии. нет, просто оперу всю записали и все. Теперь никого тут никого, не страшно мне одной. По пионерский стяг со мной, родимый стяг со мной. Вы из эпохи детей войны. Вы родились в год начала Великой Отечественной войны. Каким образом это сказалось на вашей жизни? Детство было такое полно лишений, потому что сразу послевоенное время вот это было такое довольно трудное. Началась война. Мои родители только поженились, и мама уже ожидала меня. Мы жили тогда в Ленинграде. Папа ушел на фронт. Маму эвакуировали на Урал. Вот там я и родилась. Маме было 20 лет. Совсем молоденькая. Вы знаете, я сейчас смотрю на 20-летних девочек и думаю, вот не дай бог выпала бы на их долю вот такая судьба, справились бы они или нет. Надеюсь, что справились бы, конечно. Но как трудно такой молодой девчонке вот так попасть в незнакомую обстановку, к чужим людям, с ребенком на руках. А встреча с папой? Он вернулся из фронта. Я не узнала его, потому что я его не знала никогда. Папа меня увидел, а я в это время играла. Мешала там грязь с травой, мешала палочкой. А он подошел и говорит: «Любочка, а что это ты делаешь?» А я говорю: «Варю супчик с укропчиком». Вот так познакомилась с папой со своим. Кстати, меня назвали Любовью, потому что он написал письмо с фронта маме. И написал, что если родится девочка, в честь нашей любви назови ее Любовью. Вот, наверное, поэтому я о любви и пою всю жизнь. Дай мне в глаза твои взглянуть, нежно шепнуть признание. Снова надежду мне верни, сладостный миг свидания. Дай на плечо склониться, слушая голос твой. Пусть миг блаженства длится, как сон золотой. Федор Шаляпин говорил, что для того, чтобы быть профессионалом, нужен труд, труд и еще раз труд, и только уже на 4-м месте это талант. А как вы считаете, от чего зависит успех в достижениях в карьере? Ну, я не поспорю с Шаляпиным. Я, честно говоря, тоже. Да, конечно. Безусловно, талант нужен. Безусловно. Но труд к таланту просто необходим. Потому что если человек не талантлив, его не научишь никогда.
Ну, грубо такое слово применять, дрессировка, грубо применять к ученикам, правда? Вот. Но если человек не талантливый, то это что? Натаскивание какое-то, сути понимаете, по сути дела. Это уже не творческая работа, это не нужно ни ему, ни педагогу. Но талант сам по себе не может существовать без труда. Надо пахать. Надо очень много работать. Причем, чем больше работаешь, тем больше находишь недостатков, тем больше находишь еще каких-то причин что-то усовершенствовать. То есть почивать на лаврах? Нет, увы. Записи, которые сохранились в наших фондах, в большинстве своем относятся к периоду работы в хоре Белорусского радио и телевидения. И вот мы нашли еще один интересный фрагмент. Студийные записи или же выступления на сцене? Что интереснее? Конечно, на сцене интереснее. Там публика, там взаимодействие с публикой, там отклик, понимаете, контакт. Это очень важно для артиста. А в студии гораздо сложнее, потому что нужно постараться, чтобы исполнение не было мертвым. Я знаю, что вы удостоены звания народной артистки Белорусской ССР в 1991 году, и это было последнее награждение данным званием в истории Советской Беларуси. Вот каково это сейчас осознавать? Ну, это интересно, это любопытно, как говорят сейчас, прикольно. Все-таки особенное какое-то звание. Последнее в Советской Республике. А не скучаете по тем временам? Ну, честно говоря, я по Советскому Союзу скучаю. Мне не нравится, что Россия сейчас другая страна. Я выросла в России, у меня брат родной живет сейчас в России. Мне нравится как вспоминать, как мы жили, люди разных национальностей, как мы дружили, какая была взаимовыручка, какая была гордость за страну, патриотизм. Вот я сейчас иногда сталкиваюсь с тем, что люди говорят: ай, патриотизм там, что это такое, я вообще не понимаю. А я понимаю. Следующий фрагмент, который мы подготовили к нашей встрече, датируется 1991 годом. Это выступает уже народная артистка. Я не знаю, было ли присвоено звание, но знаю, что, вот к слову о патриотизме, если не любить свою родину, то с таким удовольствием не будешь петь эту песню. Любовь Константиновна, давайте сейчас поговорим о вашей второй профессии – преподавание. Ну, во-первых, я бы не назвала это второй профессией, Так. я бы это назвала продолжением профессии, потому что это неразрывно связано. Моя реальная работа концертная
исполнительство и преподавание, то есть передача опыта. Я в 1978 году закончила ассистентуру-стажировку. Сейчас это называется магистратура. И по окончании мне предложили остаться педагогом на почасовой оплате с маленькой нагрузкой, как бы для приобретения педагогического опыта наряду с основной работой. Я с удовольствием этим занялась. И вот считайте, с 1978 года это очень много. А вы могли бы сравнить вот ваше отношение к учебе и современных студентов? Все студенты похожи во все времена. Есть такие, которые фанатически относятся с фанатизмом. Они готовы грызть гранит науки, учатся, ходят, слушают, бегают. Другие спустя рукава, особенно если талантливый, часто так бывает, полагаются на свой талант, немножечко звездят, да. Но потом проходит время, и жизнь им подсказывает путь. Да. А с кем-то продолжаете, ну, не знаю, встречаться, переписывать, созваниваться? Ну, практически со всеми. Даже с самой первой своей выпускницей мы сейчас ВКонтакте перезваниваемся. Она здесь в Минске живет. Вот, уже на пенсии она. А скажите, пожалуйста, какой самый главный совет вы даете вашим студентам, вашим ученикам? Если коротко сказать, то не забывать работать побольше, трудиться Так. и оставаться человеком. Говорят, что творчество нужно постоянно питать. Вы согласны с этим? Ну, я думаю, что подпитывать творчество нужно какими-то новыми знаниями, может быть. А для вокалиста что это может быть? Ну ведь, как говорят, нот 7, больше ничего не придумаешь. В принципе, в теории музыки жанры расписаны, темпы, ну, практически все понятно, все известно. Немножко меняют эту схему современные композиторы, и тем не менее. Нет, я думаю, что все равно нужно все-таки побольше знать. Самообразование, читать надо побольше. Любовь Константиновна, ответьте, пожалуйста, вот еще на такой вопрос. Семья и творчество совместимы? У каждого по-разному, да. У меня так сложилось, что я растила дочку с 3 лет одна. Мы разошлись с мужем, а это был самый период самого моего творческого такого подъема. Очень много концертов, много записей, много суеты, всякой такой творческой. Это было нелегко, но меня всегда окружали очень хорошие люди. Мне помогали, и я им благодарна по сей день за это. Хотя все это было нелегко. Дочь уже взрослая. Чем она занимается? Моя дочь художница. Она искусствовед по образованию, художник, дизайнер и психолог. У нее несколько образований, все с красными дипломами, даже неприлично говорить об этом. Вот. Ну, в общем, в своих кругах она довольно известный человек. А какой секрет женской красоты вы передали своей дочери? Естественность, открытость. Понимаете, мне кажется, что красота внешняя отражает внутренний мир. Любовь Константиновна, подходит к завершению наша встреча, наша программа. Я хочу от имени всей нашей творческой группы поблагодарить вас за то, что вы были сегодня нашей гостьей, за ваши откровенные интересные воспоминания, приятных открытий, людей красивых, открытых, с богатым внутренним миром вокруг вас, таких же, как вы. Спасибо вам большое. Спасибо. А чего зачался белый свет? А чего зачалось солнце проняло? А чего зачалась заря утренняя? А чего зачалась темная ночь? А чего зачалась темная ночь?
Паважаныя тэлегледачы, мы былі рады новай сустрэчы з вамі. Рады былі ізноў прыадкрыць для вас вялікія кінавідэафонды Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. Калі ў вас з'явілася жаданне набыць відэаматэрыялы для ўласнага архіву, калі ласка, звяртайцеся да нас. Дасылайце свае прапановы, каго б вы хацелі ўбачыць госцем нашай праграмы. Задавайце свае пытанні на нашых старонках у сацыяльных сетках. Да наступнай сустрэчы!